Ради этого интервью я открыл сейчас кабинет, который на самом деле не используется, в котором никого нет. И это дает мне возможность находиться какое-то время хотя бы без маски. На самом деле, конечно, такая роскошь, она редкая. Его называют героем нашего времени. Ингушский врач, работающий в Москве в отделении интенсивной высокодозной химиотерапии, изолировался на работе, чтобы спасать людей с раком крови. Здоровье пациентов и близких людей для него всегда было важнее всего. Это решение далось мне несложно. Учитывая тех пациентов, с которыми я работаю, это довольно-таки тяжелая категория больных. Это онкогематологические больные с ослабленным иммунитетом, в результате лечения или в результате самого заболевания. Поэтому подвергать их риску новой коронавирусной инфекции было бы, по крайней мере, безответственно. Когда в отделении химиотерапии впервые обнаружился коронавирус, у одного из пациентов все врачи прошли тесты на COVID-19. У 2 докторов болезнь подтвердилась, стабильных пациентов выписали домой. И вскоре отделение опустело. Из врачей на 26 пациентов в стационаре осталось только 2. Один из них наш земляк. Это пациенты онкогематологические, с тяжелыми заболеваниями и с тяжелым лечением. И, как следствие, с ослабленным иммунитетом. Пациентам в лечении мы отказать не можем, потому что мы понимаем, что это ни к чему хорошему не приведет. Но тех пациентов, которых можно было перевести на амбулаторный вид лечения, мы перевели. То есть это снижает не только нагрузку в отделении, потому что у нас в отделении осталось 2 врача. Я остался и еще 1 доктор. Мы дежурим через сутки, так и работаем через сутки. Даже не через сутки, а получается, что отдыхаем ночь, и потом день, сутки работаем, еще день целый работаем. Но это ладно, суть не в том. Суть в том, что мы должны были еще обезопасить пациентов, понимая, что если есть 1 пациент, то риск того, что инфекция пойдет дальше, он очень высокий. Поэтому кого можно было, постарались сразу же выписать, отправить и перевести на амбулаторный вид лечения. В дальнейшем закладка пациентов происходила уже через изолятор, то есть у нас было сформировано специальное отделение, в котором пациенты находились несколько дней до получения результатов тестов на коронавирус, проводили им компьютерную томографию органов грудной клетки и при отрицательных результатах их госпитализировали в отделение для продолжения лечения. Научный сотрудник, кандидат медицинских наук. В гематологии Ислам уже более 13 лет. Когда перед ним встал выбор – изоляция дома или изоляция в больнице, он, не раздумывая, выбрал второе. Дома доктора ждет жена, тоже врач, а еще 5 детей, младшему нет и года. Но пока вся эта ситуация с вирусом не утрясется, встреча с ними – непозволительная роскошь. Врач при таком раскладе не унывает. Современные технологии позволяют общаться так же, как мы с вами сейчас общаемся на самом деле. Поэтому это в значительной степени облегчает эту ситуацию, и можно даже в течение дня по видеосвязи связаться и поговорить. Никаких проблем в этом нет. Сейчас Ислам на Костое вместе с родными должен был быть дома и готовиться к праздникам. Однако пандемия мгновенно поменяла эти планы, исключив возможность не только вернуться на малую родину, но и просто быть ближе к семье. Доктор призывает задуматься о всей серьезности проблемы. Я думаю, что многие готовятся не потому, что они не верят в инфекцию или не воспринимают ее всерьез, а потому что в силу нашей ментальности они боятся, что к ним кто-то придет в гости, а у них не будет накрыт стол. То есть это наша особенность. Но я думаю, что сейчас надо все отбросить, и я призываю на самом деле праздновать этот праздник. Его нужно праздновать, наверное, но в кругу семьи. На самом деле просто накройте стол у себя, соберитесь со своей семьей, с теми, с кем вы совместно изолированы. Не подвергайте риску других. На самом деле. Если с ними что-то случится, если мы сами не сможем себе этого простить. Это как на войне. Есть прямые потери, а есть косвенные, говорит Ислам. Только он может понять сложный труд своих коллег, особенно тех, кто в эти дни сражается в больницах с коронавирусом. Действительно работают в тяжелых условиях. А что говорить о врачах Ингушетии? Они работают просто в экстремальных условиях. Я вас уверяю, что эти врачи и медсестры, которые работают с этими больными, они работают не ради тех надбавок, которые им обещали, которые им заплатят. А это не тот стимул, это того не стоит, чтобы рисковать, не те деньги, чтобы рисковать своим здоровьем своих близких, своей семьи, понимаете? Это
это немножко другой стимул. Здесь ответственность, понимаете. И я, как бы это ни звучало пафосно, они действительно остались, потому что они не могут отступить, потому что это было бы трусостью. И они работают с этими больными. И я действительно горд за своих коллег из Ингушетии. Они не устраивают никаких там забастовок, саботажей или чего-то еще. Они работают в тех условиях, которые у них есть. Когда все закончится, Ислам планирует скорее вернуться на родину, чтобы увидеть своих родных и близких. Ведь здесь родственники, двоюродные братья, сестры и мама. Особое ощущение родины на самом деле. Алхамдулилlah, дал хостну был, сдаймах и болыш, алхамдулилlah. Дал лох был вензе. У меня была некоторая такая дилемма, вот, когда еще не ввели вот эти строгие карантинные меры, когда я уже понимал на тот момент, и многие врачи понимали всю серьезность этой инфекции, отправить детей, допустим, с супругой домой. Но риск того, что, возможно, на тот момент еще не были закрыты школы, садики, что, возможно, уже кто-нибудь из них принесет эту инфекцию домой, этот риск меня удержал от этого. То есть я готов пойти на такие жертвы, пусть они сидят здесь в квартире, в заперти. Там же раздолье, там хотя бы во дворе можно выйти прогуляться, даже если не выходишь на улицу. Все равно можно свежим воздухом подышать. Пусть они здесь сидят, чем я буду подвергать риску кого-то еще, тем более свою мать. Люди в белых халатах – настоящие супергерои, которые практически без сна и отдыха борются не только с коварным вирусом, но и с другими болезнями. Ислам Накостоев – один из них. Зелимхан Калоев, Новости 24.